Завод «Ряк» – единственный СКФО по производству алюминиевых профилей. В первую очередь производственных мощностей предприятия ввели в эксплуатацию в 2012 году. Вторая была запущена в апреле 2018 при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа. А сегодня завод работает в 3 смены, производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля. Это все основные виды – общестроительный, подсистемный и системный для наружного остекления лоджий и балконов, мебельный, карнизный, а также профиль для отопительных радиаторов и напольного покрытия. Общая площадь завода составляет более 11 тысяч квадратных метров. Предприятие изготавливает материалы со стандартными размерами и по индивидуальным чертежам заказчика. На заводе функционирует автоматизированный прессовый комплекс, линия порошковой покраски и лаборатория для контроля качества продукции. Работа здесь идет полным ходом, вопреки санкциям и внешним ударам по экономике. Однако на заводе отмечают, как и любое производство в России, во многом зависит от поставок из-за рубежа. Из Европы, Азии закупалось оборудование, частично расходные материалы, в том числе и порошковые краски. Также признаются, в новых условиях неизбежные изменения в ценовой политике компании. Преимуществом профиля, выпускаемого на заводе «Ряк», являются жесткость и прочность, устойчивость к коррозии, легкость монтажа, точность размеров и экологичность. Продукция соответствует всем требованиям ГОСТа. Руководители завода подчеркивают, что их производство не зависит от иностранных рабочих. У них есть собственные сильные рабочие бригады. Плюс, если у нас, например, на монтаже на соседнем заводе, на литейке у нас участвовали китайцы, они по-прежнему с Россией находятся в нормальных отношениях. Перемещение китайцев через границу Российской Федерации ничем не ограничено, поэтому здесь тоже проблем не наблюдается. Вполне возможно, что будут быть проблемы, например, с поставкой некоторых запчастей для ремонта и обслуживания оборудования. Но, во-первых, мы сейчас максимально стараемся себя обезопасить тем, что покупаем те запчасти, которые нам необходимы, даже с таким большим запасом из того, что есть сейчас на территории Российской Федерации. Плюс очень активно прорабатываем поставки, говорю, из стран, не подверженных санкциям со стороны в адрес России. Это Турция и Китай. Всего на заводе создано более 300 рабочих мест. При этом персонал обучают и помогают приобретать практические навыки. На предприятии работают представители разных национальностей. Это особенная наша гордость, потому что кроме представителей ингушской национальности у нас трудятся представители многих других национальностей. Это также и белорусы, это и даже и китайцы, представители нации наша Россия, это и адыгейцы, русские. Много-много ребят у нас трудится. Работники завода в начале объявления санкций были всерьез обеспокоены. Приостановится ли производство, потеряют ли рабочие места. Но это беспокойство работодатель развеял быстро. Предприятие уже было готово к возможным трудностям. Шум оборудования здесь не смолкал ни на минуту. Стоит отметить, что на заводе рабочие разных возрастных категорий. И условиями труда все довольны. В мою работу входит перетаскивать корзины на печь старения или для упаковки. Как давно вы здесь работаете? Полгода, в течение полугода. Что можете об условиях сказать своей работы? Все нравится, замечательно, кормят, достаточно хорошая зарплата, проезд и прочее, все предлагается. Завод тут достаточно большой, я, в общем, много где работал. Даже по меркам, скажем, не то что Северного Кавказа, а России в целом. Столовая, бесплатно кормят, место есть, где ламас взять, сделать, в общем, все условия тут созданы, сами видите. А вы чем занимаетесь здесь? Я мастер участка пресс, контролирую качество, чтобы было нормальное. Когда вопросы какие-то возникают, я стараюсь пояснить. Завод «Ряк» с момента открытия продолжает способствовать развитию инвестиционной среды региона и демонстрировать положительные финансовые результаты. И в планах у предприятия только наращивать мощность производства. Так, 2 недели назад компания запустила новую покрасочную линию. Итальянское оборудование успели закупить еще до начала событий на международной арене. Более того, мы продолжаем закупки оборудования для того, чтобы обеспечить возможность работы этой линии по всей цепочке производственной. Это и упаковочка, и новое оборудование заказывается прессового производства. Вот в апреле мы ожидаем поступления еще одного пресса для производства алюминиевого профиля. То есть мы ни в коем случае не собираемся останавливаться в своем развитии.
Завод «Реак», как и прежде, продолжает поставлять свою продукцию в различные субъекты страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Подмосковье. Также договоры поставки сырья заключены и с другими странами – Белоруссия, Турция, Азербайджан, Узбекистан. Продукция, в основном готовая продукция, уходит, конечно, определенная часть есть Республики Северного Кавказа, такие, так скажем, дилерские центры, в которые поступают большие оптовые поставки. Конечно, есть Центральная Россия, Северный Кавказ, Поволжье. В эти регионы тоже мы активно отгружаем нашу продукцию. Наша продукция очень активно, так скажем, широко известна на общероссийском рынке. Сейчас завод «Реак» продолжает поиск новых логистических путей для закупки материалов из-за границы. Уверены, что санкции не снизят объемы производства. Напротив, это прекрасная возможность заполнить внутренний рынок отечественной продукцией. Безусловно, это приведет к росту продукции для потребителей на территории России. Но это неизбежно. Это произойдет у всех, так же, как и для нас. Даже российского производства товары выросли в цене из-за подорожания транспорта, из-за составляющих импортных в их производстве. То есть в целом уровень цен, конечно, на все начинает достаточно быстро расти, но тем не менее никто не планирует не останавливаться. Ни мы, ни наши поставщики, ни наши покупатели. Сидеть на нефтедолларовой игле надо заканчивать и надо развивать собственное производство. Это заставит все российские предприятия, всех российские бизнесы начинать снова работать, как это было 30-40 лет назад, и начинать заниматься производством. Не торговлей, а производством. Руководство компании надеется на те меры поддержки бизнеса, которые были анонсированы правительством страны в условиях санкций. Также рассчитывает на продолжение строительства объектов в том же темпе, за счет чего не снизится спрос на их продукцию. «Реак» на сегодняшний день является одной из самых быстро растущих динамичных компаний округа. По итогам 2021-го заводом реализовано 6 тысяч тонн продукции. Ну а в планах на 2022 довести этот показатель до 10 тысяч тонн. Диана Дударова, Асхат Белакиев, Новости 24.